Вот с крана набрали. Чистая нефть. Такое вот черное золото течет из-под кранов в более чем 20 домах и социальных объектах Черского. Жители поселка уверены, остатки нефтепродуктов пробудут в трубах еще очень долго. И этот гадость, он будет висеть. Несколько лет он будет. По их словам, в водопровод попало около 20 кубометров нефти. Это халатность, я так понимаю. Член общественного совета Смирнова Екатерина Ивановна, вот она мне сказала 20 кубов. Между тем, коммунальщики устраняют последствия разлива. Авария произошла из-за разрыва деталей котельной, говорят в МинЖКХ. Сейчас там проводится служебное расследование. Выехали специалисты ГУП ЖКХ, совместная комиссия работает, инспекция охраны природы, которые сделают все соответствующие замеры, и по итогам уже расследования, значит, будут сделаны выводы и окончательные результаты. Прокуратура также проводит проверку по данному факту. По результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверка проводится с привлечением специалистов. В ходе нее будет дана оценка действиям виновных лиц. По результатам проверки, кроме того, при наличии оснований будет также рассмотрен вопрос о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. На месте самого разлива уже успели снять грунт, откачать нефть из водопровода и промыть трубы. После устранения последствий МинЖКХ заверяет, перерасчет за горячую воду гарантирован. Промывать трубы коммунальщики обещают в течение 10 дней. Делают это они в каждом доме индивидуально с помощью обеззараживающего раствора и насоса высокого давления. А пока жителям Черского настоятельно рекомендуют пользоваться бойлерами. Юлиан Бояркин, Денис Попов, Вести.